Многие из вас, наверное, смотрят передачи, такие как «Модный приговор», который ведет Александр Васильев. Следите вы за модой. Так вот, мода, она началась же не сегодня, не вчера и не позавчера. Началась она давным-давно. Как существует мода в жизни, так существует и артистическая мода. И глядя на деятельность на выставке Александра Васильева, коллекционера костюмов, я тоже решил собрать свою коллекцию костюмов звезд нашей эстрады. И начнем мы с нашего замечательного артиста Рената Ибрагимова. Помните его песню «Прекрасна осень и зима и лето». И мы благодарим за это. Это легендарный костюм, это действительно наша звезда. Я хочу сказать, что Ренат Ибрагимов, несмотря на то, что он действительно звездный артист, звездный певец, в высшей степени в личностном плане очень общительный, очень добрый. И я хочу сказать, что несмотря на то, что он живет в Москве, он меня пригласил на свой концерт, я специально купил билет, на поезд приехал, и вместо одного костюма он мне дал 5 костюмов. Говорит: Айдар, я полностью поддерживаю, хорошая идея. И я хочу сказать, что вот Ренат Ибрагимов легко с 5 костюмами расстался, а у нас есть даже казанские, которые даже с одним костюмом расстаться не могут. Друзья, не упустите свой шанс. Это не мне нужно, это вам нужно, чтобы вы вошли в историю. Привет, Дарья. Я хочу сказать, друзья, что костюмы не только звезд нашей эстрады, которые поют, здесь представлены, но и костюмы наших артистов, представителей Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Я очень благодарен Дарье, который с нами здесь стоит, солистка этого театра. Сбежала с Нуриевского фестиваля для того, чтобы присутствовать на открытии выставки. Я очень благодарен Дарье и вообще всем артистам, которые поделились своими нарядами. Большое спасибо. И театральными, да. И более того, я хочу сказать, что это не только для выставки, это пополняется моя личная коллекция с этими костюмами, да? Я надеюсь, так, да? Спасибо большое нашему театру, которые вот предоставили этот костюм. Дали возможность. И еще, да, отдельно я хочу сказать, определенную ценность представляет вот такие вот пуанты. Вот он, секрет в чем. Но это тоже прелесть. Есть костюмы Матильды Кшесинской, есть Майи Плесецкой, а есть Дарья Белова. Так что имейте в виду. Этот костюм один из самых дорогих и самых ценных на этой выставке и в моей коллекции, потому что он вышит золотом, он вышит вручную, он стоит огромных денег. И Айгуль Бареева говорит: Айдар, от сердца отрываю, вот этот костюм даю. Почему? Потому что артисты стараются взять вещь такую практичную, чтобы она не мялась, с переездами, с гастролями. Раз, надели и ушли. Да? А Айгуль Бареева, если уж она выходит на сцену, то она выходит королевой, у нее все должно быть хорошее. Причем нужно отдать должное, что Айгуль, она сохраняет вот эти традиции, вот это явно такой ярко выраженный национальный костюм, но даже в современных костюмах она пытается внести элемент татарского костюма. В клипе она снималась, в роликах снималась в этом костюме. И вчера мне понравился, зашел сюда на выставку, когда мы готовили, наш узбекский брат. Мы в Доме дружбы народов находимся, а тут много находится землячеств. Вот, слушай, какой красивый костюм. Он даже те костюмы не стал смотреть. Он подошел и говорит: слушай, какой костюм. Я бы, говорит, даже в своей жене я бы взял такой костюм, потому что вот это вот цветочки, это вот орнамент, все просто бомба. Хит выставки. Вот это платье тоже знаменательное, оно чем интересно, оно принадлежит замечательной певице Резиде Шарафиевой. У нее красивый такой голос, у нее такой тембр, и причем это интересно, вот идет в комплекте вот с этим НССРом. Но интерес заключается в том, что Резида Шарафиева все платья сама шьет себе, она сама дизайнер и сама делает себе головные уборы. Более того, после того, как она вот это платье дала для нашей коллекции, для этой выставки, она получила звание народной артистки Республики Татарстан, с чем мы ее и поздравляем. Резида Шарафиева. Еще жена. Ой, а этот замечательный костюм заслуженной артистки Алсу Абульхановой. Алсу, она вообще такая, звезда, она очень востребованная. Но что интересно, когда я ей позвонил, она говорит: Айдар, без проблем, приезжай, забирай. И встретил меня, вкусным чаем накормила. Вот. И мне что нравится это платье, многие думают почему-то, татарский костюм это обязательно какой-то безвкусицы. Я говорю: посмотрите, вот здесь, в принципе, все костюмы хорошего качества, и над ними работают ведущие модельеры города. То есть артисты, либо они шьют сами, либо заказывают уже у хороших, у проверенных. Другое дело, что дурной вкус, он бросается в глаза. Вот.
А вообще Алсу Абульханова, она считается у нас не просто прекрасной певицей, но и одной из самых стильных уже на протяжении многих лет стильных певиц. И я очень горжусь дружбой с ней. Алсу, спасибо тебе. Ух! Огонь! Причем я хочу сказать, Алсу, секрет открою, Алсу Абульханова вначале дала платье для беременных, когда она была животиком. Но так получилось, что наша коллега рожает, и она это платье отдала ей. И получилось так, что буквально за 15 минут до открытия этот манекен был абсолютно обнаженный. Алсу Абульханова с другого города вместо завтрашнего дня приехала сегодня, чтобы для коллекции предоставить вот это платье свое. То есть настолько она ответственна. Я говорю, Алсу, ну если не успеваешь, я говорю, ладно, давай, не езди, оставь, ну, дом как есть, у нас много других твоих вещей есть. Я говорю, нет, Айдар, если делать, так делать хорошо. Мне нравится, что вот такая вот ответственность большая у артистов. Ну, приятно, что я о себе думать, обо мне думать. И пришли сюда нас поддержать. Вот, у меня классная коллекция есть, не просто костюма, а это косметика, которая фирмы Герлен, который подарил генеральный спонсор Татар Жиры в 2007 году, такая компания Иль де Боте. И они вот этот вручили певице Алсу Абульхановой. И еще определенную ценность в моей коллекции играют вот эти сапожки. Одевала буквально 1-2 раза Алсу Абульханова. А в чем их ценность? Во-первых, они ручной работы. Эта обувь шьется для исполнителей бальных танцев. И вот здесь вот вручную украшениями Сваровски выложен узор. В единственном экземпляре был, и сейчас эти сапожки находятся у меня в коллекции. А эти костюмы звезды не нашего казанского уровня, не татарстанского, это звезды российского масштаба. Это Саида Мухамедзянова, участница проекта «Голос. Дети». И ее костюм тоже мне дали для того, чтобы я его мог представить. И мне этот костюм очень дорог, очень близок, потому что Саидочка маленькая девочка, да, но она вот национальный колорит использует. Ну и у меня чисто такой интерес, как его, меркантильный. Дети же, подростки, растут быстро, и какой бы хороший костюм ни был, он становится через полгода, через год маленьким. И поэтому я тут как тут цап-царап сразу свою коллекцию. То есть людям уже, если бы и жалко расставаться, но делать некуда, деваться некуда, вынуждены мне отдавать свои костюмы. Так что надо пользоваться случаем. Как охотник все время в напряжении, где что, где какой костюм, у кого кто звезда, какой интересный. Приходится отслеживать и держать ушки востро. Это вообще крутой костюм крутого певца, который поет татарские, башкирские, английские, русские песни. И, кстати, вот сейчас звучит его песня, это Радик Юлиакшин. Это Элвин Грей. Ему 26 лет, но он уже ходит в чарты, в сотку самых популярных эстрадных песен по международной классификации. Радик Юлиакшин, и мне что нравится, он не просто вот футболку надел и сказал, и можно так сойдет. Он специально костюмы либо шьет, либо готовый перевозит из Малайзии, из Кореи, из стран Тихоазиатского региона. И я считаю, что на сегодняшний день он и в плане исполнения, и в плане вокала, и в плане костюмов номер один вот из молодежи. И мне что нравится, Радик Юлиакшин свои концерты ведет сам и говорит на татарском языке. Конечно, он русским языком, как мы, городские татары, владеет лучше, но все равно сложно, но он старается говорить татар. Поэтому, Радик, тебе большое спасибо. И когда мне Радик давал костюм, я ему объяснил, я говорю, тут будет костюм Ильхама Шакирова, Рената Ибрагимова. Говорит, для меня, говорит, большая честь быть в одном ряду с такими артистами. И когда он мне давал этот костюм, говорит, это мой первый костюм. Так обнял, говорит, эх, жалко. Я думаю, сейчас передумает. Взял, говорю, Радик, я говорю, не переживай, я говорю, у меня будет сохранность, и у него в последний момент я его все-таки вырвал из рук. Вот, Радик, спасибо тебе. Это вообще писк. Ну что такое платье? Платье длинные, костюмы, колфаки. Мне говорят, вот вкусы должны быть какие-то. Вкусы должны быть разные. Я читал интервью Рената Тазидинова, нашего замечательного артиста. Он говорит, раньше было мало, но хороших певцов, а сейчас их больше 300. А я думаю, да пусть будет хоть 3000. Многие говорят, одевается неправильно. Не нравится, не смотри. А мне нравится, как все одеваются. И мне очень нравится, как одевается замечательная певица. Я ее, не побоюсь этого слова, я ее вообще люблю за голос, за женственность, за изящество, за вкус. Это Вероника Кузнецова, которая дала мне в коллекцию вот этот замечательный костюм. Когда я брал, вот посмотрите,
Я говорю, с возвратом или как? Нет, нет, Айдар-абай, для вас я отдаю этот костюм навсегда. И для меня иметь костюм Вероники Кузнецовой все равно, что иметь костюм Леди Гага в своей коллекции. Поэтому я считаю, это тоже своего рода изюминка в моей коллекции. И я постарался представить разных возрастов, разных эпох певцов и разных по своей форме платья. Приходите на выставку в Дом дружбы народов Павлюхина, 57. Вход бесплатный, все на собственной инициативе сделано. Друзья, подключайтесь. И пусть у вас тоже будет увлечение, пусть тоже какие-то сумасшедшие идеи, собирайте пивные этикетки, спичные коробки, значки, медальки, ничего не выбрасывайте. Я даже собираю карточки от гостиничных номеров. Я даже проездные билеты, даже талоны не выбрасываю, я все это собираю, потому что это интересно. Диплом за участие в первой выставке костюмов звезд эстрады вручается заслуженному артисту Республики Татарстан Алсу Абульхановой. Вы знаете, я хочу от имени всех артистов благодарить Айдара. Такого человека, наверное, больше нет в нашей республике. Это просто фанат своего дела. Потому что это все, вот все, что сегодня здесь происходит, это все его инициатива. Он, наверное, ночами не спал, не, наверное, точно ночами не спал. Я знаю, как это тяжело что-то организовывать. Тем более, когда нет поддержки, ни финансовой, ни материальной, никакой, да. В общем-то, с нуля ты все это начал. Молодец. Я желаю продолжения, чтобы у нас в Казани в будущем был музей. И у тебя получится, Айдар, не останавливайся. Спасибо тебе большое. Это огромный труд. Я говорю просто, как музейщик, да, это великолепный, огромный труд. И я хочу сказать слова благодарности твоим коллегам, тем, кто принял участие в помощи этой выставки. Просто поздравляю тебя. Спасибо. А давай точно. Рахмет. Татарларға хасаник болмасы. Ул заманча, шулай был. Но без бит гел түбәйтәйне калфакны ки алмыйбыз. И менә эстрада, минем татар эстрадасында эшли. Монда шансон йырлатырган кешеләр булса, шансон җырласыннар. Рэп җырласы килсә кешенең, рэп татар халык җырласалары килсә, җырласыннар. Бернинди дә менә шундый запрет булырга тиеш. Измайлова, ике кыз бар, Дарья белән Марин, алар менә миңа бик булышканнар. Костюмнарны бушлы бирделәрме сезгә? Бушлы бирделәр, да, минем коллекцияма биргәннәр, да. Вы знаете, я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Мне это интересно, я делаю. Я не говорю, что я веду какую-то миссию, что вот там это, да. Если появятся еще люди, которые этим делом занимаются, а еще если будет какой-то открыт в дальнейшем музей, я буду этому только рад, я буду только этому благодарен. В настоящий момент это мое хобби, это мое увлечение, меня это интересует, и я рад, что я занимаюсь не тихим коллекционированием, а активным. То есть тихий коллекционер — это тот человек, который собирает, скажем, библиотеку или открытки филокартисты, я знаю таких, или костюмы, и никому не показывают, нет, это мое. А я же это делаю сколько не для себя, а для того, чтобы показать людям.